Сыктывкаре стартовал республиканский форум «Мастера добровольчества». Он собрал 150 человек. Среди них добровольцы, координаторы молодежной политики в городах и районах Коми, руководители военно-патриотических клубов. Форум продлится 3 дня, и его проведение стало возможно благодаря средствам, полученным в рамках проекта «Регион добрых дел». Ксения Мишарина продолжит. Добровольцы – это те, кто раньше всех приходит на помощь в любой жизненной ситуации. В Коми таких неравнодушных людей свыше 35 тысяч человек, и с каждым годом их становится все больше. Самые популярные направления – социальное, гражданско-патриотическое, медицинское и экологическое. С 2019 года в регионе реализуется проект «Социальная активность» национального проекта образования. Его цель – развитие и поддержка добровольчества. В рамках проекта создан Доброштаб Республики Коми. Год назад он получил сертификацию. Весной мы все вместе с вами помогали формировать комфортную городскую среду и были привлечены практически во все муниципалитеты как раз на онлайн-голосование и научное голосование по выбору комфортных мест, которые были отремонтированы в этом году. Поезд Победы – важное мероприятие, в котором приняло участие, посетило более 12 тысяч граждан наших практически во всех городах, по которым ходит железная дорога, и это мероприятие не могло бы обойтись без волонтеров. Без помощи волонтеров не обошлись и такие крупные мероприятия, как празднование Дня Победы и столетнего юбилея Республики Коми. А еще состоявшиеся в ноябре первые молодежные дельфийские игры. В них приняли участие порядка 300 добровольцев. Регион активно поддерживает добровольчество. В 18 муниципалитетах созданы специальные ресурсные центры. 5 из них – Воркута, Вуктыл, Сыктывкар, Усинск и Печора – в этом году получили новое оборудование. Одним из приоритетных направлений добровольческих движений стала помощь мобилизованным и их семьям. Наверное, первым вызовом для нашего регионального штаба это стала работа горячей линии 122. Когда практически глубокой ночью Максим Алексеевич позвонил мне и сказал: Оля, завтра нужны волонтеры, чтобы они работали на горячей линии, отвечали на запросы граждан, нужно найти ребят. Я думаю, каких ребят? Кто будет отвечать на эти вопросы? Там же будут звонить женщины, они будут плакать. Как мы будем на это отвечать? Но на самом деле действительно были и студенты, которые уже был опыт, у которых была работа во время пандемии. Они работали на горячей линии по ковиду и потом в 2021 году. И они стали таким первым пулом помощником. К помощи мобилизованным и их семьям подключились добровольцы разных возрастов. К примеру, серебряные волонтеры вяжут носки и другие теплые вещи для наших солдат. Студенты Сыктывкарского политехнического университета варят печки-буржуйки. Созданы акции «Письмо солдату» и «Фронтовая открытка» и множество других добрых дел. К любому добровольцы подходят ответственно, решают оперативно. И очень отрадно, что эта скорая помощь нашего времени стремительно развивается. Ксения Мишарина, Павел Люлянмин, телеканал Юрган.